нашем городе проживает немало семей, которые на себе испытали карающую силу пресловутой 58-й политической статьи. Это сыновья и дочери осужденных крестьян и рабочих. Те, кто еще в детстве вместе со взрослыми познали весь ужас репрессивной машины. Отбывал я в Салавате. Салават помнит Струхова. Все эти автоматика, вся эта, которая сейчас там существует, все это делал Струхов со своей бригадой. Я по образованию электрик, Орский индустриальный техникум кончил, и Баймацкий, тут уже вот, когда, значит, был главным энергетиком Креста, башни строй. Одних лично коснулась эта трагедия, а другие просто решили почтить память несправедливо осужденных. Общее число жертв политических репрессий велико. Только за 1937 год было арестовано около 1,5 миллиона граждан, и почти 700 тысяч были приговорены к расстрелу. В Сибае проживает более 100 человек, чьи судьбы связаны с трагическими событиями прошлого. Дети военных лет были вырваны из привычной жизни, испытали голод и холод, разлуку с родственниками. Когда слово «репрессия», я просто сам удивляюсь, как я выжил тогда ребенком, увидев вот эту вот репрессию на своих глазах. Это удивительно. Мы жили в Мансурове, отец был бригадиром колхоза. Отец его забрали. Вообще из деревни осталось только 3 семьи, остальные из большой деревни никто не остался, все были репрессированы. По официальным данным, в Башкортостане было репрессировано более 50 тысяч человек. Но специалисты утверждают, что реальные масштабы политических репрессий в стране были намного больше. Подсчитать точное количество всех пострадавших от тоталитарного режима в настоящее время уже невозможно. Не исключено, что в стране существовали миллионы репрессированных безвинных людей, значительное число которых нигде не учтено. Альфия Янчурин, Дамир Хайбуль, Гульнар Раскильдин, телекомпания СТВ.